Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто идет в вашу жизнь с любовью? Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Мои хорошие, отсыпочка общая. Вы что-то сами смотрите, да, и то, что ваше, берите себе. Но помните, что на отсыпку вы попали не случайно. Ваш ангел сюда вас привел. Давайте начнем с корня рисунка. В корне рисунка мне показали вас как очень страстную, умеющую любить и умеющую отдаваться в отношениях. Вы ищете партнера себе под стать, либо нуждаетесь в партнере себе под стать. Сразу хочу отметить, что есть девушки на моей отсыпке, девушки, женщины, кто в отношениях, да, у кого есть отношения, там официальные, неофициальные, неважно. Важно то, что вы не ощущаете полноценности этих отношений. В какой-то степени партнер не устраивает, а кого-то и вовсе не устраивает партнер, и вы хотели бы все поменять. Вот ваша душа себя показала. Вы говорите: я умею любить, я хочу любить, я умею быть доброй, ласковой, нежной, но я хочу ответную реакцию от мужчины. Вот такого мне дайте, да, такого мне подайте. Вот, ну хоть чуть-чуть, ну хочу быть счастливой. Да, вот устала я от вил, от граблей, от одних и тех же историй. Уже как приелось, да, уже как такое ощущение тошнотворное, да, я хочу любить, но неужели нет для меня такого хорошего, идеального партнера? Ну пусть не идеального, пусть хотя бы там приблизительно соответствующего моим ожиданиям. Вот такой запрос вы посылаете Вселенную. Вселенная вас видит, вас видит, вас, смотрите, вас волчицей показали. В восточной культуре, ну, я вам скажу, это дорогого стоит. Кто знаком с тюркской мифологией, тот знает, что означает волчица. Не хочу просто терять время, да, на все эти рассказы. Может быть, многим это не интересно. Если интересно, пишите в комментариях. В следующем видео расскажу. Но вот вас именно так и показали. И вы смотрите по сторонам, вы ищете этого человека, глазами ищете, ждете, надеетесь, да, на то, что такой человек вам встретится. На ближайшее время в вашем окружении таких людей я не вижу. Не вижу. Вот просто вот в ближайшем поле этих людей нет. Да, есть разные, кто-то получше, кто-то похуже. Но так, что прям 100% соответствовать вашим требованиям, такого человека нет. Нет, понимаете? Нету его рядом, к сожалению. Но вы не спешите отчаиваться. Я вижу венец, я вижу ваше будущее. И могу вас уверить, что ваша мечта обязательно исполнится. На это просто нужно немножко больше времени. На самое ближайшее время вышел персонаж. Ну, вот не знаю, ну, буду говорить как есть, да, человек немножечко туповат, вот мне так идет, да, он совершает одни и те же поступки, одни и те же действия, которые, например, вам неприятны, либо будут неприятны, вы будете ему об этом говорить, либо говорили уже 1000 раз, и все равно он делает одно и то же. У человека какое-то искаженное чувство любви. Да, он вас любит, и да, он хочет вас, он стремится к вам, и он будет делать все возможное и невозможное для того, чтобы вас делать своей. У кого-то отыграется новый человек, да, с кем вы вот прям познакомились, либо познакомитесь в ближайшие там, недели, дни. А у кого-то отыграется, что человек, с кем вы уже давным-давно знакомы, возможно, даже какой-то ваш бывший.
И вот вроде он приходит и говорит, что да, я все понял, я поменялся, я буду другим, вот как ты скажешь. Его хватает буквально там на месяц, да, потом та же самая история, те же самые песни он начинает вам петь. Как не доходит до него, чего вы хотите, чего вы ждете. И он глух к вашим словам, к вашим просьбам, да, все равно вот тут как хочу, так себя и веду, да, как считаю нужным. Типа я мужик, все. А ты типа женщина. Вот я тебе там деньги принес, будь счастлива. Я там тебя чмокнул в щеку, все. Вот вся прелюдия, да? Ну, такой своеобразный. А у кого-то, кстати, муж отыграется, да? Либо мужчина, с кем вы сейчас в отношениях. И можно, конечно, там булочки сжать и дальше жить, терпеть, но вы не хотите. Вы реально не хотите. Не хотите. А кто-то из девчонок вот начал встречаться с таким персонажем, узнали в нем свое прошлое, да, своих бывших, которые также себя вели скверным образом. И вы не хотите. Вы не хотите. Тоже так думаете, ну вот как поступить? Прогнать, остаться опять одной? Или дать шанс? А вот что-нибудь да получится. Ну вот неспокойно у вас на сердце. Неспокойно. Так. Еще у кого-то из девчонок я вижу симпатию, то есть я не могу сказать, что вы прям влюбились, но симпатия. Симпатия ваша ответная, но человек как-то странно себя повел, либо странно себя ведет. Знаете, как вы чувствуете, душой чувствуете, сердцем чувствуете, что симпатия-то есть между вами, но он не подходит, он с вами не разговаривает, он, знаете, как будто бы убегает от вас, может быть, там прячется и втихую за вами подглядывает. И вы думаете, вот обманываюсь ли я насчет этого человека? Может, мне показалось, да, что я ему нравлюсь. Но при этом вы о нем думаете. Сразу хочу вам сказать, что этот человек сыграет важную роль в вашей жизни. Не сейчас, а где-то в течение 2-3 месяцев. Вот будет у вас развитие, вы сойдетесь, кто-то любовниками станет, причем очень страстными любовниками. Но так, что прям вы его полюбите, я этого не вижу. Симпатия больше, как похоже, мне перейдет в дружбу. Да, вот любовные эти страсти пройдут, и вы поймете, что да, хороший, да, можно строить отношения, ну вот не хочу. Не хочу и все. Да, вот он как-то не потянет. Не потянет на продолжение. С этим человеком вы не расстанетесь потом никогда. Когда пройдут ваши, утихнут эти любовные страдания, страсти, вы станете очень хорошими друзьями. Друзьями на всю жизнь, понимаете? А кто-то даже с этим человеком там, в будущем породнится. Например, там, в кумовья возьмете этого человека, да? Либо сама кумой ему станете. Вот так мне идет. Но то, что вы переживете очень страстные эмоции с этим человеком, это 100%. Знаете, как я вижу? Я вижу, что он в вас влюбится, вы для него роковая женщина, а вот вы в него нет. Нет. Ну, так иногда тоже бывает, да? Страсти, ведь все мы подвластны страстям. Просто страсти утихнут, вы посмотрите и скажете, ну, хорошие, приятные, не горю я к нему больше, все, затухло. Дружить будем, вы будете дружить. И знаете, он вас всегда будет выручать, он всегда будет вам помогать. Вот по первому вашему даже не зову, а скорее как, не знаю, намеку, да, даже может наперед у кого-то где-то узнавать, что у вас какая-то ситуация, вам звонить, писать, да, тебе нужна помощь, а давай я приеду, а давай я то, а давай я сё. Такой хороший человек на самом деле. Ну, страсти будут 100%. Вот у кого-то прям такой страстный роман. О, все гореть вокруг будет, да и вы будете гореть. Вот, это очень приятное впечатление. Но и дружба. Вот он будет именно ценен для вас этой дружбой, преданностью и дружбой. Так, главный персонаж, тот, кого вы на самом деле хотите и ждете. Такой человек вам будет послан. Вы друг друга не сразу узнаете, не сразу поймете, что вы нашли наконец-таки того самого, кого заказывали. Почему это произойдет? Ну, во-первых, человек не соответствует вашим критериям красоты. То есть не ваш типаж. Да? Вот мы все девочки, у каждой свой типаж, да и у мужчин у каждого свой типаж. Например, вам нравится блондин, а он будет прям черненький. Либо наоборот,
вам нравятся смугленькие и черненькие, а он прям будет какой-нибудь рыжий, да еще и в веснушках. И вы такая скажете: не мое, да, не мое. Но с лица воды не пить. Этого человека вы будете любить за его поступки, за его действия и за то, что он как вы, только в мужском обличии. Если смотрят меня мужчины, да, как вы, но только в женском обличии. У вас даже фразы похожие, юмор похожий, истории из вашего прошлого будут похожие. То есть вы каким-то мистическим образом друг друга вот копировали, повторяли. У вас характеры практически один в один. Но только он со своей, например, мужской стороны, а вы со своей женской стороны. Вот вы когда начнете общаться, очень много будет удивления, да, как такое может быть. И вы будете удивляться, и он будет удивляться. Сразу хочу отметить, что у кого-то отыграется, что человек отличается от вас, ну, например, действительно пигментом, то есть, может быть, другой расы, другой религии, там, национальности, опять же, может быть, иностранец какой-то. То есть не похож ни на вас, ни на ваш типаж, ни на то, что вам нравится. Но, опять же, это не будет проблемой. Может быть, поначалу как-то вы будете немножко так, скептически относиться к этому человеку, а потом, как увидите, рассмотрите, как проникнетесь, и вообще не будете обращать внимания на то, кто он, как он выглядит, кем является. Человек сам по себе очень неплохой. Ну вот вы себя знаете. Вот вы, но только мужчина. Либо вы, но только женщина. Вот что мне вам долго рассказывать? Вы все разные. Мне четко показали, видите, знак весов, причем чаши на равных висят. То есть абсолютно одинаковые люди. Абсолютно, по характеру абсолютно одинаковые. Вы же с собой умеете договариваться. Вот и с ним договоритесь. Человека вы этого встретите в течение года с момента просмотра этого видео. Кто-то чуть пораньше, кто-то, может быть, там на месяц-два попозже, чем год. Но, тем не менее, человек такой будет вам послан. Послан для любви, послан для вашего счастья. Ну, конечно же, для того, чтобы вы полностью себя с этим человеком реализовали. Вот свои желания и свои мечты. Так, еще о чем важном вы должны знать. На сегодняшний день вы должны знать, что много неприятностей в вашей жизни происходит по вине какой-то женщины, которая вам очень сильно завидует. Завидует, прям всему и сразу, да, тут даже выделить нечего. Она настолько много негатива направляет в вашу сторону. Я уж не знаю, как вы на ногах держитесь, да, при таком обилии негатива. Здесь важно себя в моменте вот сегодня, да, вот когда вы смотрите мою отсыпочку, хотя бы немножечко почистить. Сделайте солевую чистку. Сделайте, да, хотя бы 3 дня подряд поделайте. Тем более сейчас Луна убывает, очень хорошо уберет с вас негатив. Солевую чистку я уже много раз рассказывала. Делать очень просто. Вы идете в душ, в ванну, да, полностью себя намочите. Возьмите горстку соли. Желательно, конечно, четверговой, но если нет, самая обычная соль. И себя вот этой солью полностью с головы до пяток намазываете. Лицо, нос, губы, руки с тыльной стороны, с нижней стороны. Все постарайтесь намазать этой солью. Когда себя этой солью обмазываете, так и говорите: матушка, соль, помоги, весь негатив с меня забери. Потом, значит, эту соль всю смываете водой и говорите: куда вода, туда и беда. Это можно делать до полноценного душа, после, неважно. Важно, что вы должны трижды себя солью этой намазать, помазать и трижды ее смыть. Я слова вам все сказала. Очень хорошо помогают, и вы и спать лучше будете. И вот какие-то даже проблемы по здоровью, вижу, вас преследуют, они уйдут. Вот. А с этой негативной женщиной, с ней как-то надо развязываться, отходить от нее надо.
Понятно, что вы все разные, у всех по-разному ситуация сложилась. Но надо думать, надо придумать. Пока она находится в вашем поле, она постоянно будет вам мешать, она постоянно будет создавать вам проблемы. А когда вы вся под негативом на негативе, ну, наверное, не просто строить отношения, да, у кого-то даже отыграется, что невозможно выстраивать отношения. Ну, конечно же, и по деньгам это бьет, по всему это бьет. Себя не затушишь, да, что вам в мешковине ходить, она даже этому будет завидовать. Поэтому нужно придумывать такие варианты, чтобы с этой женщиной развязаться и быть подальше. Нелегко будет тем, кто, конечно, в родственных связях с этой женщиной. Ну, я думаю, что вы, девочки, женщины умные, вы выход придумаете. Да. Ну, почистите себя, вам легче сразу станет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.